Интересная работа, высокая должность, хорошая зарплата. Об этом мечтает каждый молодой специалист, но чтобы достичь желаемого, многим приходится пройти через трудности и испытания. В целях облегчения этой задачи отдел карьеры студентов БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы организовал деловую игру под названием «Карьера Старт». Данный проект предлагает студенту пройти путь от первичного трудоустройства к построению карьерной лестницы. Игра подобного рода в университете проводилась впервые. В процессе игры они также учатся взаимодействовать, они проходят мини-собеседования, мини-тренинги. То есть они отсюда выйдут не просто поигравшие, а у них еще будет сформировано уже представление о рынке труда, у них будет опыт общения с работодателями, у них уже не будет психологических барьеров при реальном трудоустройстве, и они уже смогут себя вести более уверенно. Здесь смоделирована на самом деле ситуация реальной жизни. Когда человек остается один на один со своей будущей профессией, когда ему нужно выбирать, что делать, тратить время на пустые разговоры в коридоре, или же идти на мастер-класс, повышать свою квалификацию, либо получать высшее образование, либо идти на временную работу. Но в данном случае здесь, чтобы получить высшее образование, нужно заплатить. А чтобы были деньги, нужно пойти на какую-то временную работу. Участниками игры стали студенты разных специальностей. Ребята составляли резюме, позиционировали себя на рынке труда, учились деловой коммуникации, общению с организациями по трудоустройству и работодателями. Организаторы предоставили студентам возможность попробовать трудоустроиться в банк «Уралсиб», пиар-службу компании «Цифроград Уфа», детский фитнес-клуб «Джамп», в компанию «Леруа Мерлен», «Респект», в гимназию номер 3 города Уфа, пройти курсы ораторского мастерства «Сила слова», обучение в тренинговых центрах и не только. Также многие получили второе высшее образование. Я очень много узнал о курсах управления временем, как неплохо было бы распределять свое время, рассматривать средства для достижения своих целей. Именно вот такая вот практика для студентов была бы очень хороша, как своевременная помощь в поиске работы. В данный момент мы поняли, что мы можем теряться, мы можем совершать какие-то либо ошибки, и в дальнейшей карьере мы будем это учитывать. Это бесценный опыт. Будущие специалисты в рамках игры за короткий промежуток реального времени сориентировались на рынке труда, и каждый пытался занять наиболее высокую позицию. За каждой победой или поражением ребята старались достичь еще лучших и больших результатов, ведь они понимали важность и необходимость данного проекта. Студенты старались по максимуму посетить все тренинги и занятия. Руководители организации были удивлены целеустремленностью и активной позицией наших студентов. Когда вы более-менее будете понимать вообще свои цели, дальше вы будете уже понимать, что отлично, чтобы сделать где-то бизнес, вам необходимо уже уметь преподносить себя эффективно выступлению, необходимо уметь продавать себя. Вы уже будете понимать, где какие навыки вам нужны. Да? И в процессе вы просто будете развиваться, развивать эти навыки и получать уже результаты. Но пока у вас вот этих целей нет, публичные выступления вам ничем не помогут. Самое главное – это быть самим собой. То есть вот и в процессе всех курсов, которые мы проводим, мы ведем человека, чтобы он был естественный. Это вот как дети примерно до 3-4 лет, которые вот себя ведут очень непринужденно. У них можно этому очень много учиться. Это просто искренность и быть самим собой. Когда человек рассказывает, делится какими-то историями, вещами, публичное выступление просто обретает немного другой характер. И людям нравится, и люди доверяют, и человек просто делится своим опытом. У нас в гимназии есть вакансии, поэтому нам сегодняшняя деловая игра была очень интересная. Мы давно сотрудничаем с педагогическим университетом, мы с удовольствием принимаем ваших студентов на педагогическую практику. Многие потом у нас работают в гимназии, у нас создан союз молодых учителей, поэтому мы дорожим нашими молодыми коллегами, мы их очень бережем. Ваши студенты приятно удивили тем, что они хорошо готовы к этой игре. Они очень мобильные, они просчитали стратегию получения новой должности, они очень быстро ориентируются в сложившейся ситуации, даже если ему отказали. Сейчас он через какое-то время приходит и пробует еще и получает должность выше. И вот это такая практическая жилка
она людей старшего поколения удивляет. В этой игре на самом деле мы, так скажем, заморочились и действительно максимально насытили их виртуально-трудовой стаж в нашей компании, который они сегодня здесь на территории БГПУ проходят. Поэтому те задания, которые мы сегодня им даем, они, с одной стороны, максимально приближены к реальности, то есть это реально те задания, которые выполняют сотрудники действующие сотрудники компании «Цифроград». С другой стороны, насытили некими оригинальными и креативными ходами. В финал игры прошли участники, которые смогли удержаться на рынке и достичь топовых позиций. Среди них были руководители разных организаций. Я министр молодежной политики и спорта. Заместитель директора по продажам компании «Дорадо». Я директор гимназии. Я исполнительный директор ООО «Цифроград». И я стал директором филиала банка «Уралсиб». Но на этом игра не закончилась. Финалистам предстояло ответить на вопросы работодателей, рекламировать себя, провести игру для зрителей. У оленя дом большой. Он сидит в окно глядит. Заяц по лесу бежит. Дверь к нему стучит. А на что бы вы потратили свой первый миллион прибыли, как руководитель? Я бы положила его в инновации своего производства, потому что пусть лучше будет у меня один филиал, который будет выполнять работу за троих, чем 3, которые будут работать менее эффективно. С каждым ответом один участник выбывал, а организации награждали их памятными подарками. Все участники держались достойно, но победа досталась только одному. Им оказалась студентка 2-го курса факультета психологии, его пресс-секретарь и руководитель студенческого информационного агентства Gadget News Ярослава Багаева. Победную тройку наградил официальный спонсор ООО «Медиа РБ Инжиниринг». С бронзовой, скажем так, медальки начнем. Что у нас получает Георгий? Главный суперприз достается Ярославе. Из того, что я узнала нового, это очень большой опыт. Это огромный опыт в плане продвижения по карьерной лестнице. Когда ты приходишь, и вроде бы у тебя есть новые идеи и проекты, тебе говорят, мы пока не можем тебя взять. Давай поработай сначала менеджером, нужен опыт. Ну, поработай сисадмином, нужен опыт. И на ту должность, на которую тебя взяли в самом начале, возможно, за твои заслуги, новые идеи, тебе приходится идти к ней годами. И поэтому опыт очень важен оказался. В ходе игры каждый студент получил ни с чем не сравнимый опыт, который пригодится в дальнейшей трудовой жизни.